Канцэпцыя Zero Waste часткова знайшла свой водгук у беларусаў. Усё больш людзей адмаўляецца ад пакетикаў у крамах. Да і карта месцаў, дзе можна набыць напою свой кубачак, пашыраецца. З'явілася ініцыятыва па адмове ад кактэйльных трубачак. Існуе некалькі месцаў, дзе можна набыць шматразовыя тавары ўзамен аднаразовым. Але куды рухацца далей і што яшчэ можна ўкараніць, каб стаць больш экапрыязнымі? Пра гэта размаўляем з Наталіяй Блышчык з Цэнтра экалагічных рашэнняў у праекце High Talk «Інтэрв'ю наабарот». Прывітанне. Скажы, калі ласка, канцэпцыя Zero Waste зараз знайшла вялікі водгук у людзей, але па сутнасці для нас это абсалютна не новая ідэя, таму што калі паглядзець у мінулую, у Савецкім Саюзе практычна кожны чалавек быў Zero Waste арыентаваны. І, хутчэй, гэта, конечно, было такая вымушанасць, а не асэнсаваны выбар. Раскажы мне, якое сённяшняе пакаленне Zero Waste? Сегодняшнее поколение Zero Waste — это абсолютно разные люди. В основном это женский пол. Так получилось, то, что, наверное, 80% людей, которые вовлечены в экологическое движение, в экологические инициативы и активисты, они именно женского пола. Люди это разные, и здесь, наверное, я бы выделила их по мотивации. Они отличаются по мотивации. То есть именно те, кто Zero Waste активисты, это люди, которые просто прочувствовали на себе все экологические проблемы, с которыми неминуемо мы уже столкнулись или еще столкнемся. И если сильно углубиться в эти проблемы, то на нашей планете не так много осталось и времени существования в таком виде, в каком она сейчас существует, с доступными ресурсами. Потому что ресурсов с каждым разом становится все меньше и меньше. И именно вот такие вот экологические моменты, проблемы, они вынуждают людей действовать здесь и сейчас и быть активными, активно позиционировать свою позицию, отказываться от вещей, причем очень кардинально. То есть есть такие Zero Waste'еры, которые очень такие кардинальные, я не знаю, как это сказать, в общем, которые полностью изменили свой образ жизни и активно позиционируют это среди других людей. А есть Zero Waste люди, которые просто живут, опираясь, мотивируясь не какими-то глобальными экологическими проблемами, а своими интересами и своим образом жизни. То есть они понимают, что за каждую вещь приходится платить. И вот лишних 3 майки мне не нужны, мне достаточно одной майки. Это такие спокойные люди, которые просто ведут определенный образ жизни, не приводящий к образованию большого количества отходов. Вот, то есть, наверное, такие 2 большие группы людей. Вось ведаеш, мне падаецца, што ўсё ж зараз асабліва пайшла такая мода на экалогію, мода вось на этой безадходнасці і так далей. І ці не бачыш ты ў гэтым нейкі такі мейнстрім, які можа вельмі хутка змяніцца якой-небудзь больш яркай, больш такой цікавай, прывабнай ідэяй, і што пасля? Действительно, Zero Waste и жизнь без отходов — это есть ряд организаций, движений, которые маркетологи, они реально сейчас этим пользуются и манипулируют людьми. То есть если раньше манипулировали людьми каким-то запретным плодом в виде яркой упаковки, яркой газировки, как это было в начале 90-х, я помню свое детство, для нас было выпить пепси-колу, это за гранью, чем она доступнее становилась, тем больше появлялось отходов от этой самой пепси-колы и фанты. Поэтому действительно сейчас манипулируют людьми, используя Zero Waste различные инициативы и направления. Есть яркий пример, я приведу. Мы, когда начинали движение My Cup Please, у нас была такая цель — это отказ от одноразовой посуды. К нам присоединились много людей, сейчас действительно много людей ходят со своей посудой, но в какой-то момент мы начали видеть такие сообщения типа: «О, как здорово, что появилась многоразовая бамбуковая кружка, у меня их уже 3». То есть, это реально это перегибы. То есть Zero Waste, оно говорит о том, что самая лучшая кружка — это та, которая у тебя уже есть. Не нужно покупать несколько десятков Zero Waste вещей, которые приведут к тому, что у тебя будет меньше отходов. Нет, посмотри на свою жизнь, может быть, у тебя уже все это есть. И не нужно ничего лишнего покупать. И на самом деле сейчас, если посмотреть на ассортименты Zero Waste, не скажу, что это псевдо, но ассортимент Zero Waste магазинов,
Там тоже есть лишние вещи, и здесь можно перебдеть, да, в погоне за нулем отходов. Так что вот. А ось які речі ти б могла назвати, ну, сапраўды, ад якіх можна адмовіцца і, да прыкладу, без шкоды для свайго комфорту, потому что просто яны нам не патрэбны, и это маркетинговый ход, навязанная такая нам, як бы, вот этой эпохой споживания рэч. От чего можно отказаться? Ну, наверное, от покупки 3 бамбуковых кружек однозначно. То есть у меня не было бамбуковой кружки, я ее не собираюсь покупать. Потому что у меня есть моя хорошая многоразовая керамическая, с которой я пользуюсь. Да, она тяжелая. Второй момент, например, это огромное количество сейчас разнообразных бутылок. Они, с одной стороны, многоразовые, но они сделаны из пластика, и не всегда это качественный пластик. То есть вещь, прежде всего, должна быть долгоиграющая, которую ее можно использовать долго и не один раз, так скажем. А те вещи, которые сейчас позиционируются как zero waste, те же пластиковые бутылки, они действительно сделаны не всегда из хорошего, качественного пластика. Вот, как вариант. Еще тут опять же с бамбуковыми вещами, например, это ушные палочки, тоже, которые не из пластика, а из бамбука. Это тоже вещь, которую можно в своей жизни исключить, не пользоваться. Ну, от ведаеш, заўсёды, калі ты кажаш, што там я экалагістка, я там, да прыкладу, не ствараю вот этой лішнія адходы, чамусьці ў людзей вот такое уяўленне пра тое, што ты чалавек, які жыве ў пячоры, які абсалютна адмаўляе сябе ва ўсіх гэтых рэсурсных, тым, што падарыў нам 21 стагоддзе і гэтак далей. Вот ты лічыш, што ў цябе, да прыкладу, ёсць лішнія рэчы, як у экалагісткі, да, да якіх можна пазбавіцца ўжо, альбо, ну, ты вот можаш сказаць, што тваё жыццё, яно такое, вот як ідэальнае для вот zero waste, і што, да прыкладу, ну, ты жывеш комфортно. Моя жизнь, она не совсем идеальна под zero waste, но мы, например, все равно образуем отходы так или иначе. И здесь вот очень важно сказать, что вообще жить по стилю без отходов должно быть просто людям, а для этого должна быть слажена инфраструктура. В нашем городе эта инфраструктура довольно тяжелая, не всегда удается сходить там за продуктами на рынок и купить все в свою сумочку. Вот. Так что и вообще жить без отходов, это не означает, что мы сейчас должны от всего отказаться. Наоборот, мы должны отдавать предпочтение тем вещам, которые делают нашу жизнь проще, но не вещь ради вещи, а вещь ради ее функционала. То есть, когда мы думаем, какой функционал мне нужен, что мне нужно решить, тогда уже смотрим, а какая вещь может помочь мне это решить. Насколько она долговечна, насколько я смогу ее переработать. Или, может быть, я вообще могу эту вещь не приобретать, а там, взять в аренду или взять у кого-то. То есть, А скажи, вось ты закранула вот эту праблему сістэмных перашкод, людзі сапраўды з імі сутыкаюцца, які б ты могла абазначыць сістэмныя перашкоды, які, ну, не даюць вот зараз вельмі хутка рвануть нам да этой нуль адходаў? Самое важное – это отсутствие все такой общей цели. То есть у нас есть, у какого-то отдельно взятого человека есть цель жить без отходов, но в общем у общества, у государства, у бизнеса у них такой цели нет. И чем больше будет появляться организаций, бизнеса и будет больше появляться людей, принимающих решения с целями минимизации отходов, тем проще будет жить, и инфраструктура будет под это проще подстраиваться. То есть главная, наверное, сейчас проблема, которую я отмечу, это отсутствие реально предложений и отсутствие единых целей. То есть и понимание вообще, для чего нам нужно жить и отказываться от отходов, от мусора. Наташа, дякую тобі велике за розмову. Это было быстро. Утварэнне адходаў – гэта наш з вами выбар і наша адказнасць. Будьце экапрыязнымі штодня. З вами была Христина Чарняўская, Александр Либертат у праекце зялёнага партала «Хай Ток. Інтэрв'ю наоборот».